аэропорту Владикавказа приземлились два экстренных самолета МЧС России из Ростова и Симферополя. Они доставили в Осетию 188 украинских беженцев, более 80 из которых дети. Прибывших разместили в санаториях Томиск и Урздон. Сколько они пробудут в Осетии, пока неизвестно. Сами гости надеются на скорейшее разрешение украинского конфликта и возвращение домой. Перемирия там нет никакого, то есть мы созванивались 2 дня назад с мужем, там бомбят каждый день. Нас очень хорошо здесь приняли. Допустим, у нас бы в Донецкой области бы так не приняли. Северную Осетию посетил заместитель министра образования и науки России Александр Климов. В рамках визита замминистра побывал в нескольких образовательных учреждениях региона, в числе которых Ольхотовский аграрный техникум и Владикавказское профессиональное училище. В прошлом году эти учебные заведения выиграли грант по программе развития образовательных учреждений на сумму более 30 миллионов рублей. Средства были направлены на приобретение сельскохозяйственной, уборочной техники и современных компьютеров, с помощью которых будущие крановщики и экскаваторщики могут проходить практику. Как отметил директор колледжа, после приобретения новой техники количество студентов увеличилось. На сегодняшний день число учащихся 350 человек, 120 из которых в этом году стали выпускниками по 12 специальностям. Александр Климов внимательно изучил все аудитории колледжа, а также проверил рабочее состояние тренажерного класса для будущих водителей. Впечатления самые благоприятные. Мы много труда вложили в эту программу, в рамках которой учреждения среднего профессионального образования получили поддержку, смогли закупить реальное, хорошее, современное оборудование, на котором должна осуществляться подготовка тех людей, которые приходят в экономику реально, на производство. Система казначейства Северной Осетии празднует 20-летие. В честь юбилея была организована торжественная встреча. Руководство Северной Осетии высоко оценило результаты деятельности ведомства, лучшим работникам вручили благодарственные письма за многолетний добросовестный труд, а также почетные грамоты и медали федерального казначейства. В управлении сейчас работает 350 сотрудников. За 20 лет многое в системе было модернизировано. Работа ведется по самым современным технологиям, однако, несмотря на значительные успехи, развитие органов по учету государственных финансов продолжается. Сегодня легко нам, как говорится, в этих зданиях сидеть, а было время, которые основатели казначейства Алан Ужегов, Феликс Сергеевич Иналдиев, что были с папками на руках и были на улице. Когда-то казначейство было на том уровне, а сегодня у нас у всех рабочие места, отвечающие современным требованиям, внедрены современные технологии. В рамках проекта «Открытое правительство» состоялась пресс-конференция председателя Комитета дорожного хозяйства Северной Осетии Георгия Казбекова. Главной новостью стало создание 3 новых государственных унитарных предприятий, подведомственных комитету. Ранее подобные учреждения были приватизированы частными лицами. Именно с этим, по мнению Георгия Казбекова, было связано плохое качество районных дорог. Самые большие проблемы с дорогами наблюдаются в Дегорском и Алагирском районах. Там почти 80% дорог не соответствуют нормативному состоянию. В целом по республике ситуация немного лучше, но все равно около половины дорог подлежат ремонту. Впрочем, первоочередной задачей Георгий Казбеков называет не ремонт, а строительство дорог между населенными пунктами республики. Основная задача стоит такая: соединить дорожной сетью населенные пункты, привести их в порядок, построить объездные дороги. Основная задача такая, стратегия. Пока соединить населенные пункты и привести дороги нормативное состояние, а потом уже дальше заниматься дорогами муниципальными. Сплав – один из этапов открытых региональных соревнований спасателей поисково-спасательных формирований. Этап протяженностью в 7 километров проводится на реке Терек в Дарьяльском ущелье. Сплав состоит из 2 упражнений. В первом необходимо выполнить аварийное зачаливание к правому берегу в специально обозначенной зоне, где необходимо забрать маркированный груз. После этого команда переходит к выполнению второго упражнения, осуществляет взятие ворот шириной в 2,5 метра. Затем производится сплав до финиша. Упражнения на горной реке усложняются еще и тем, что проводятся на время. Напомним, что победитель соревнований получит кубок начальника Северокавказского регионального центра МЧС России. Сплав, он считается очень технически сложным, тем более, что наша команда выступает первый раз на подобных соревнованиях. Сплав для нас это что-то новое. И нам дали, конечно, пару раз попробовать. Более-менее получается, но, конечно, есть какая-то доля опасности в плане того, что можно перевернуться.